Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Любит ли он вас или уже остыл? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Любит ли меня, назовите человека по имени, или уже ко мне остыл? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вас и загаданного человека. Любит ли он вас, либо он к вам уже остыл. Так. Но я сразу скажу, что выглядит так, как будто бы остыл, да? Но он скрывает, что любит. Да, все сразу и вышло. Смотрите. Вот центр, да, центр рисунка. Вот вы, вот она вы. Вы смотрите на мужчину. А мужчина как будто бы отвернулся, да, там у стеночки стоит. Понимаете, вот какой момент. Он ведет себя холодно, он ведет себя закрыто. Он себе не позволяет лишнего. Да, вот такое. И почему это все происходит? Ну, у него на это причины есть. Смотрите, вы-то самостоятельная, свободная, а у него, видите, сколько проблем там за спиной находится. Он зависимый, зависимый. Очень много людей на него влияют. Так, вопрос. Любит ли он? Да, он любит. Остыл ли он? Нет, не остыл. И я даже больше скажу. По этим рисункам я вижу, что он и не остынет к вам. Вы для него особенная, вы для него уникальная. И вы оставили просто какой-то неизгладимый след в его жизни. Смотрите, между вами очень много всего напутанного, очень много напутанного. Тут и с вашей стороны не пойми, что происходит, и с его стороны тут просто жизнь какая-то. С вашей стороны я вижу, что вы, ну, девушка, которая знает себе цену. Вы и умница, и красавица, вы и, ну, вы можете все, да, вот что в голову придет, все могу исполнить, да, я могу. Это я, и весь мир меня знает. Вы особенная. Вот смотрите, какая вы красивая здесь вышли. Вы не желаете попадать в какие-то капканы. Вы не желаете попадать, повторять, вернее, да, чью-то судьбу, может быть, мамы, бабушки. То есть где-то там что-то было неладное, и вы напуганы с детства вот этими историями, либо вы были свидетелем того, как это может быть там в браке, в отношениях, как могут быть жестокие мужчины и 5-е, 10-е, да. То есть вы сама себе хозяйка, вас это положение устраивает, вам это нравится. Возможно, кстати, у вас и опыт уже был такой не самый благоприятный, и вы пришли к тому, что вот я сама себе и заработаю, я сама себе все сделаю, мне как бы особо никто не нужен. Да, конечно же, хочется любви, да, конечно же, хочется счастья, но если вы приходите к моменту того, а что мне дороже, мужчина либо свобода, вы выбираете свободу. Почему? Да потому что еще ни один мужчина в вашей жизни действительно не настолько, вернее, настолько сильно вас не заинтересовал. По-настоящему вы еще не любили. Ваша любовь, она впереди. И у многих отыграется так, что любовь, ну, достаточно холодная, сдержанная. Да, не холодная в плане того, что вы там снежная королева, да, а в плане того, что вы все равно, голова у вас, ну, первее, чем сердце, да, первее, чем сердце работает. Это неплохо, это очень даже и неплохо. Так что, мои дорогие, я не вижу тут каких-то прям безумных страстей, которые там будут рвать вас в клочья. Я вижу здесь постепенное развитие, любовь такая, знаете, которая со знаком прям плюс все время идет. Плюс, она растет, она не останавливается. Конечно же, у вас в жизни будут страсти, мордасти и отношения страстные. Но опять же таки так, чтобы потерять навсегда голову, нет, я этого не вижу, потому что вы человек действительно с головой. Вы с ней и дружите, и для вас это просто невозможно. Так, теперь про мужчину. Да, у нас же тема мужчина, что-то про вас ушла
прям в поток информации. Что касается мужчины. У него, во-первых, очень много за спиной здесь проблем, дел, людей. Мужчина может быть не свободный, мужчина может быть там, глубоко семейный. В плане того, что у него могут быть там всякие родственники, мамы, бабушки, дедушки, там как бы куча людей. Плюс человек может быть бизнесменом, и у него бизнес и ответственность, да. И также может быть, что человек, ну, скажем так, ответственный там работник, сотрудник, да, и он вынужден свою жизнь, да, вот посвящать какую-то часть своей жизни вот именно работе, потому что он молодец в этом плане. Поэтому, ну, да, при всем его желании быть с вами, ну, есть тормозящие его факторы. Так, смотрите, он выбирает позицию молчания, он выбирает позицию закрытую, потому что ему так проще. И ему сложно смотреть вам в глаза, ему сложно находиться с вами рядом. Он постоянно с собой борется, у него какое-то огромное маниакальное желание на вас просто наброситься, я не знаю, там, овладеть вами при первой же возможности. Да. То есть в этом плане он нестабильный, он сам себя боится. Он боится тех чувств и тех эмоций, которые вы в нем вызываете. Он себя пытается все время успокаивать и говорит, что она слишком крутая, она не для меня. Я, ну, там, не вытяну эти отношения. У меня слишком много всего там, ну, я там слишком многим должен, да, и это не в плане там денег, а в плане там внимания и эмоций. Особенно если у него есть семья. То есть он такой очень ответственный человек в этом плане. И опять же таки, да, тот страх за себя, он говорит, я потеряюсь, если я пойду за ней, я уже никогда не вернусь, я уже никогда не стану прежним, и я потеряю смысл, да, своего существования, и весь этот смысл в ней будет заключаться. То есть я буду абсолютно зависимым человеком. А поскольку он человек умный, он очень, скажем так, хитро избегает этой ситуации. И этот человек, он будет делать все, чтобы показать вам, что между вами ничего нету, что он там остыл. Ну, больше, конечно, будет прятаться, убегать, от разговоров уходить, ну, вести себя вот таким, знаете, ну, как мальчишка, да, обиженный мальчишка. И главное, вы не сойдите на тему, что да, действительно, я перед ним виновата, потому что вы ни перед чем, вернее, ни перед кем, и ни перед чем, и ни в чем, да, ни в чем не виноваты перед этим человеком. Это его узкий ум, скажем так, да, виноват в том, что ситуация такая. Вы бы его приняли, вы бы его любили, холили, лелеяли, помогали бы как могли, но вы и так это все делали, либо делаете до сих пор. Ну, он ведет себя вот таким образом, да. Когда люди слабенькие, то он там перед ними расстилается, да, пытается там помочь, спасти, наставить. Когда он видит человека сильного, он говорит, ну, она сильная, она сама справится. А знаете, тут еще такой момент, что он видит в вас конкуренцию. Вот как неправильно, наверное, сказала, да, не видит, а чувствует, что вы очень сильная, и что вы ему составите конкуренцию, что вы умная, что вы, ну, поумнее, да, даже, чем он будете. И есть вещи, которые, ну, скажем так, вам даются намного проще и лучше, чем ему. То есть здесь вот какое-то внутреннее, да, противоречие, состояние того, что как это, она же девушка, женщина, как она может быть сильнее, умнее, чем я? Я же там мужик, да, я же такой умный, у меня же штаны, да. Вот, здесь тоже этот момент очень сильно отыгрывается. А здесь мужчина просто, ну, вы его переехали во всех смыслах слова, и он просто под колесами раздавленный, расплющенный, но в гордой позиции, типа, нет, я не сдамся, я вот буду мучиться, я буду страдать, но я ей виду не покажу, да, что я ее люблю и как я к ней на самом деле отношусь. Этот человек за вами следит, он следит за вами и днем, и ночью. Вплоть до того, что он даже кого-то может нанимать, поверьте, он может. Он всегда знает, где вы, с кем вы, что происходит в вашей жизни. Он очень сильно боится момента того, что он узнает, что у вас появился кто-то другой. Вот этого очень сильно боится. Даже если у вас есть сейчас, на данный момент мужчина, он знает, что вы того мужчину не любите, что у вас там отношения, ну, как бы ни о чем, да. Вот. И он боится, что вы влюбитесь, он боится увидеть вас счастливую, но не с собой, а с другим мужчиной. Вот этого он очень боится. Поэтому, девочки, к сожалению, идет именно такая информация, что он, ну,
будет играть вот эту роль остывшего, да, при этом любя вас. Любить он будет вас очень долго. И эту любовь он пронесет всю свою жизнь. Всегда будут воспоминания о вас. И эти воспоминания, они будут его, скажем так, согревать и мотивировать. Мотивировать к тому, чтобы там, доказать вам в каких-то вещах, что он прав, что он молодец, что он там справился, прорвался. И опять же таки, да, вот все женщины, которые в его жизни будут еще, он будет их всех вот прям пытаться вот нарядить ваше платье, да, чтобы они были похожи на вас. Либо он будет подбирать себе женщину похожую внешне, либо будет, там, не знаю, там, по уму пытаться подбирать, но как бы, да, будет искать вам заменитель. Вот такой момент происходит. С вами он просто не сможет. Вот он это знает. Он знает, что он не сможет. У него такой склад характера, он победитель по жизни, да, а вы, ну, получается, вы тоже победитель. Причем победитель такой, знаете, вы побеждаете не только в делах, но и в мыслях. Вы побеждаете на ментале. Вот. И он это знает. Он знает, что всегда будет с вами рядом номером 2. И ну, он просто не вытерпит это, не сдержится, либо он будет пытаться с вами все время бороться, да, и доказывать, кто из вас сильнее, либо он просто вот станет таким, знаете, рабом, да, я ее раб лампы. Вот, извините, что так говорю, но прям идет это, я вижу, это просто, ну, смешно выглядит, да, особенно если учесть, что мужчина уже такой возрастной, да, не мальчик. Здесь, конечно, любой мужчина может выйти, но мне почему-то идет, что он такой уже взрослый дядя. Вот, и так себя ведет, так себя настраивает. Не зацикливайтесь, не переживайте, не расстраивайтесь. Знаете, что вы молодец, вы сама себе на уме, и это именно в хорошем смысле слова выражения, да? Лучше быть себе на уме, чем под кем-то, либо ради кого-то. У вас, я вижу, путешествие будет скоро, какое-то путешествие, поездочка, которая вас очень сильно удивит, порадует. В этой поездке вы вот прям оторветесь, расслабитесь, очистите свою голову. Знаете, вот по возвращению у вас какие-то вот прям идеи пойдут. Идеи насчет работы, может бизнес свой, что-то вы будете делать, вот прям себя будете продвигать. Этот мужчина, он реально задолбал, реально вас задолбал, и вы уже от него на подсознании, да, может, голова еще там ждет, надеется и верит, а вот подсознание уже его отторгает, да, вот мешаешь, да, ты мешаешь, отлипни, отстань. Нам нужно двигаться вперед, нас ждут большие прекрасные перспективы и горизонты. Девочки, ситуация временная. Мужчина не остыл, не остынет никогда, но будет вести себя, как будто бы он посторонний. Это его защитная реакция. Так что не расстраивайтесь, не переживайте, знайте, что у вас все будет хорошо. Вы на правильном пути. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.